разделить. Истинная – это школа научная, не истинная школа. Этот проповедник дает истинные знания и не истинные знания. Вот есть какой-то критерий, существует, уважаемый шеф, как основа, что это является? Простой человек, он, может быть, не сможет разобраться. И как вот здесь действительно понять истинность? Критерий истины. Критерий истинности. Спасибо. بسم الله الرحمن الرحيم. حصل خلل في نظام الدولة المعاصرة أنها تركت الدين وابتعدت عن الدين، في حين أن الدولة المعاصرة تراقب الطب، تراقب الهندسة، تراقب سائر العلوم. Эта проблема исходит из того, что современные правительства во всем мире, они заботятся об медицинском образовании, они заботятся о развитии каких-либо наук, но в то же время они вообще не заботятся о религии и оставляют ее в стороне. فالإسلام وغيره من الأديان هي علم كسائر العلوم التي يحتاجها الإنسان في حياته. И ислам, другие мировые религии – это такая же наука, как и другие все науки, и это необходимое для жизни человека. ووظيفة الدولة الرئيسية تحقيق المصالح لشعبها. И, конечно же, руководство страны должно заботиться о благополучии людей и в этом направлении. فالخطأ الكبير الذي وجد في نظام الدول أنها تركت مراقبة تعليم الدين. И большинство государств как раз не заботится о религиозном образовании. فالحل يبدأ من ها هنا. И проблемы начинаются уже отсюда. أن على الدول أن تراقب تعليم الدين بطريقة صحيحة. И каждая страна, руководство страны должны заботиться о правильном религиозном образовании. فتنشئ المؤسسات لتعليم الدين التي تسير على نظام علمي صحيح في منهاجها وفيها أساتذة أكفاء. И, конечно же, создавать соответствующие религиозные учреждения образовательные, где будут соответствующие профессиональные преподаватели, которые будут, конечно же, преподносить в правильном свете религиозные вопросы. وتراقب كل من يعمل في الدعوة الدينية في المساجد والمدارس وغيرها. И, конечно же, руководство страны должно смотреть и следить за тем, кто дает эти лекции, кто читает эти проповеди, как в мадресе, как в мечетях, так и в других средствах массовой связи. فأي مخالفة في التعليم والدعوة تمنع من هذا الشخص وتوقفه عن هذا العمل. И руководство страны, как только если человек выходит за пределы правильного понимания, то государство должно запрещать ему проповедовать и доносить свои идеи до других людей. المشكلة التي صنعت في هذا الزمان في تعليم الدين أنه خرج من نظام إلى لا نظام. И проблема современная в том, что раньше все было упорядочено, религиозное образование, а теперь такого порядка уже не существует. وبالتالي لم يعد الشعوب ولا الدول تستطيع أن تميز أن هذا صحيح وهذا غير صحيح لعدم وجود نظام. И поэтому из-за отсутствия этого порядка уже ни простой человек, ни тем более руководство, руководители не могут понять, где действительно истина, а где ложь. الإسلام العلمي الذي تكلمت عنه هو نظام واضح في العبادات، في المعاملات، في الفقه، في العقائد، في السلوك، له كتبه وله قواعده بحيث نستطيع أن نحاسب ونحاكم أي شخص يخرج عن هذا النظام. Если мы рассматриваем именно научный ислам, который основан на религиозно-богословских школах по фиху, по вероубеждениям, по нравственному воспитанию, то там есть нормы и правила, есть система, по которой мы можем легко определить, человек находится в теме или он вышел уже за пределы правильного понимания. فيكون من الصعب جدا أن نقول للعوام ميزوا
والدولة لا تتحمل المسؤولية سواء كانت دولة إسلامية أو غير إسلامية. И в этом случае получается, что мы людям говорим, вы сами определяете, где правда, а где ложь. Это ошибка. Государство как бы перекладывает эту ответственность на других людей, вне зависимости, исламская, мусульманская сторона или не мусульманская. فعليها إنشاء المؤسسات التي تعلم الإسلام النظامي والأساتذة الذين يقدرون على ذلك، ثم تحاسب كدولة من يخرج عن هذا النظام. И поэтому государство должно создавать условия, учреждения, готовить специалистов, которые будут именно соблюдать рамки научного ислама, правильного понимания, и будет запрещать проповедовать тем людям, которые будут выходить за эти установленные исламом рамки. كما أن الدولة تحاسب الطبيب إذا ترك النظام، وتحاسب المهندس، وتحاسب سائر الحرف، لوجود مؤسسات خاصة بذلك، فمن يخرج عن الأنظمة والقوانين يمنع. كذلك في الجانب الشرعي الديني لا بد أن يكون هذا. Потому что для контроля над врачами, над строителями есть соответствующие органы. Если человек нарушает какие-либо постановления правительственные, то его лишают лицензии, он лишается работы. То же самое должно быть и в религиозном образовании. وهذا ليس رأيي الشخصي، وإنما هو الترتيب التاريخي في كل الدول السابقة في تعاملها مع الدين، أنه علم كسائر العلوم يدرس بطريقة صحيحة ويحاسب من يخرج عن نظامه وطريقه. То есть это не мое личное мнение, это тот опыт, который накопился веками. Любое государство всегда следило за религиозным образованием, как и за другими сторонами жизни деятельности человека. Если человек за рамки этих норм выходил, то, конечно же, оно запрещало ему это делать. ولذلك نتمنى أن يسمع هذا الكلام من كل مسؤول مسلم وغير مسلم، لأن الإسلام لم يعد خاص في بلاد معينة للمسلمين، وإنما أصبح في كل البلاد، وبالتالي كل الدول تتعامل مع الإسلام ونظام الإسلام. Я думаю, что все присутствующие и ответственные лица прислушиваются к моим словам, потому что ислам не находится в какой-то определенной стране, как это было раньше. Ислам уже распространился по всем странам, вне зависимости, мусульманское это государство или не мусульманское. Поэтому правительство страны должно вырабатывать соответствующие решения для взаимодействия с религиозными организациями в сфере образования. الدول إذا تعاملت بهذه الصورة مع الإسلام أنه علم، وتنفق عليه وتنشئ المؤسسات، سيكون الإسلام أقوى طريقة لحفظ النظام في الدولة. И поэтому, если государство будет понимать, что ислам это наука, что надо относиться к нему именно как к науке, и люди должны быть профессионалы, которые занимаются этой наукой, то тогда многие проблемы, которые стоят на пути этого правительства и государства, будут решены. لأن هذا الفهم الصواب للدين الصحيح للدين سيمنع من الأفكار المتطرفة التي تنفق عليها الدولة ملايين الدنانير، بينما إنشاء مؤسسات لتعليم الدين بطريقة صحيحة لا يكلف مالا كثيرا. Лучше потратить немного средств для содержания вот этих религиозно-богословских учреждений образовательных и специалистов, которые там работают, потому что потом, последствия, когда уже получают распространение всякие течения, борьба с ними тратит еще больше средств, которые можно было бы сэкономить. وأيضا تعلم الدين بطريقة صحيحة سيمنع كثير من الجرائم، من شرب المخدرات وغيرها والفاحشة والفجور الذي ينتشر في المجتمعات ويؤذي الدولة. الدين يقلل من نفقات الدولة في مواجهة كثير من التصرفات التي تكون في الشعوب، لأنه يهذبها ويصلحها ويصححها. И благодаря правильному религиозному воспитанию на самом деле страна экономит много средств, потому что люди перестают употреблять спиртные напитки, принимать наркотические средства, и многие проблемы решаются просто сами собой, просто их не остается, и государство эти средства может перенаправить на другие нужды. فالتعليم الدين الصحيح هو الوقاية من الأفكار المنحرفة ووقاية من التصرفات المزعجة من المجتمع، بحيث يصبح سلوك المجتمع سلوكا طيبا خيرا.
И поэтому правильное религиозное образование дает двойную пользу, то есть не будет никаких проявлений экстремизма и терроризма, и общество лишается многих проблем, потому что люди будут уже вести себя более достойно и нравственно. فالحل الجذري الصحيح إذا أردنا أن نواجه المشكلة ولا نبقى نهرب منها هو التعليم الصحيح من قبل الدولة بطريقة فقهية وعقدية وسلوكية. هذا الحل الجذري. И поэтому самое лучшее решение – это, конечно, правильное религиозное образование с точки зрения фиха, с точки зрения богословия и нравственного воспитания, чтобы мы решили как раз эту проблему, а не бежали от нее. أما الحل السريع الذي الآن نستطيع أن ننصح به الآخرين حتى يميز أن هذا الشخص منحرف أو غير منحرف. И мой совет, чтобы сейчас люди как могли бы определить, что этот проповедник не совсем тот, который достоин, а этот проповедник правильный. أن يكون الداعية متبعا لقواعد العلوم فيما يدعو له. Чтобы тот человек, который проповедует, он как раз следовал вот этому научному пути в своей проповеди. فإذا سأله المختص أو العامي في الفقه يكون عنده مذهب فقهي حنفي أو شافعي مثلا، في العقائد أشاعرة أو ماتريدية، في التربية نقشبندي أو شاذلي أو غيره. فإن كان يلتزم الطرق العلمية في دعوته فهو على خير. И в первую очередь мы должны спросить, по фиху какого масхаба он придерживается. Допустим, он ханафит или шафиит, по акиде он ашарит или матуридит. Если какая-либо суфийский тарикат, накшбандийский или шазилийский или какой-либо другой, если он эти все три постулата соблюдает, то в этом случае мы можем сказать, что это достойный проповедник. وإن لم يكن يلتزم هذه المدارس فهو خطر كبير على المجتمع، لأنه يفسر الدين بفهمه الخاص فيخاف منه في المستقبل بأن يسبب مشاكل اجتماعية ويسبب إرهابا وتطرفا إن لم يكن يسير على طريق علمي. Если же человек не соблюдает эти три религиозно-богословские школы в сфере практического фиха, богословия и нравственного воспитания, то, конечно же, он уже представляет опасность и толкует священные тексты с точки зрения своей, а не научной точки зрения, и поэтому, конечно же, таких людей слушать не стоит. آسف جدا للإطالة، لكن السؤال كان مهم جدا وهو يعطي فكرة كيف نتعامل مع هذه الظاهرة، فأقدم أسفي للمرة الثانية والثالثة. Я прошу прощения за то, что мне пришлось долго так отвечать, потому что это действительно очень важный вопрос. Еще раз простите меня, уважаемые слушатели, но вопрос был очень важный, поэтому мне хотелось более подробно на него